По предложению Дастана Бекешева, там обоснование комитет рекомендует отклонить тоже поправку. В целях соблюдения законодательных норм и процедур подтверждения гражданства и регистрации населения должны проводиться исключительно уполномоченным органом. Это Министерство цифрового развития Кыргызской Республики. А вот регистрация населения на сегодняшний день кем проводится? Минцифры. В последнее время какие-то там в Минцифры происходят какие-то изменения, какие-то функции, они передаются. Если ответить, то на сегодняшний день... Сейчас, да. Здравствуйте. Сейчас регистрация проводится Департаментом регистрации населения, но указом президента, как вы знаете, Департамент регистрации населения и госпредприятие Инфоком объединены и создано госучреждение Кызмат. И ими проводится регистрация. Нет, я вот в том-то и дело, от того, что я знаю, что произошли изменения в Минцифры, часть функций, как говорится, Министерства цифровизации переданы управделами, часть туда, и в конечном итоге вначале мы создавали монстра, да, а сейчас мы как бы берем и начинаем забирать, да, какие-то определенные опять полномочия, а здесь в обосновании, вот комитет здесь рекомендует, да, здесь утверждение однозначно исключительно уполномоченным в целях, еще раз говорю, соблюдения законодательных норм и процедур подтверждения и регистрации населения должны проводиться исключительно уполномоченным органом Минцифры. Поэтому или здесь неправильно указано, потому что Министерство цифровизации на сегодняшний день не является исключительным уполномоченным органом регистрации населения. То есть все меняется. Как здесь быть? Жомарт Равшанович, ушул маселеге сиз жооп берип койбойсузбу? Гуля Акматкуловна, сейчас пока что на данный момент уполномоченный орган — это Министерство цифрового развития. Никаких решений Кабмина или президента по передаче функции регистрации еще нет. Есть указ по только образованию МГУ Кызмат. Но уполномоченный орган сейчас и Минцифры, и мы это вносили еще на тот момент, когда не было. Указ президента, оно что, просто так написано, что ли? Указ президента, он о создании госучреждения Кызмат, которое будет оказывать государственные услуги. А при ком этот будет госучреждение? Госучреждение при администрации президента, при управделами президента. Вот. И есть указ президента, который обязательно для исполнения. И этих функций у вас уже нет. Зачем вы сейчас вот выводите, господин Клим Сергеевич, зачем вы вводите заблуждение общества? Мы уже знаем, здесь получается, вы не являетесь исключительным полномоченным органом в регистрации населения. Вопрос заключается в том, что мы... Я читаю документ, который лежит у меня на столе. Я поэтому говорю, кто вот его готовил, кто ответственный с комитета. Здесь четко прописано. Давайте где-то что-то уже менять, исходя из реалий сегодняшнего дня. Хорошо, хорошо. Вот, и поэтому ваша исключительность, она уже давно не исключительность. Да, поменяем. Это очень приятно. А еще что, какие полномочия у Минцифры сейчас забрали и куда тоже? Объясните так вот, для того, чтобы мы знали. Да. Конечно, представьтесь и говорите. Здравствуйте, директор госучреждения Кызмат Камбаров Урбат при управделами президента. Вот как раз таки вот в целях реализации указа президента было образовано госучреждение Кызмат, это на базе ГП Инфоком и ДРН. И в настоящий момент сейчас говорим... ДР это что значит? Департамент регистрации населения при Минцифре. И ГП Инфоком был при Минцифре, то есть на базе двух этих организаций было образовано госучреждение Кызмат при управлении делами президента. И как раз таки данным указом президента поручено Кабинету министров, если я не ошибаюсь, в месячный срок подготовить все необходимые проекты нормативных правовых актов, в том числе вопрос передачи политики по регистрации населения. И на данный момент готовится пакет документов управлением делами президента
которые предусматривают внесение изменений в положение Хорошо. управ делами. Хорошо, а данный законопроект может стоит тогда повременить, да, вот вы там определитесь, а мы потом уже все четко распишем, пропишем. Зачем вот нам каждый месяц менять, да, законы? Здесь... Вот с учетом, вот тогда уже с вашим органом многие вопросы должны согласовываться и так далее, и так далее. Вопрос очень серьезный, я вам хочу сказать. Согласен. Можно добавить? Да. Гулсат? Здесь Пожалуйста, вот вопрос если хоть касается... кто-то хочет выступить, с поднятием руки, пожалуйста, и представляйтесь, потому что Да, мы не все запись знаем. кетіп бардық айтылған сөздер бойынша. Минбаев Арсен, департамент регистрации населения. Да. Мы добавляли, вносили этот законопроект в связи с тем, что в 2023 году было принято изменение в закон о гражданстве, в котором были исключены понятие такое, что гражданин, имевший паспорт образца СССР 1974 года, не является уже гражданином Кыргызской республики. Сейчас эта категория граждан определяется как лица без гражданства. То есть у них процедура ихнего документирования очень тяжелая. Нам нужно будет, мы вносили только из-за этого, чтобы вот этот слой населения, который вот на руках имеет образца 74 СССР, чтобы на основании этого законопроекта признать их гражданами и напрямую направить на паспорт и документировать их. Либо сейчас в данном случае они идут и ждут годами. Ну, а зачем вот ждать годами, когда, знаете, все равно есть там такое понятие, как признание, понимаете? Признание от рождения, признание от того, что он проживает, имеет постоянное место жительства и так далее. И так граждане, родившиеся во время СССР и имеющие паспорт СССР, они не подпадают под 12 статью настоящего закона. А это вот касается тех, которые получили, родились здесь, выехали, получили другое гражданство, да? В данном случае, в данном законопроекте мы предусматриваем только тех граждан, которые живут на территории Кыргызстана, документировались тоже на территории Кыргызстана, Киргизской ССР, получается, паспортом образца 1974 года. В случае, если они родились где-то в другом государстве и были там документированы, они не будут подпадать под данную норму. Ну, вот видите, вы вот то, что вы сейчас вот озвучили, оно само себе и противоречит. То вы говорите, что рожденные здесь все подпадают, и образца Советского Союза паспорта имеющие, они все имеют, а сейчас вы конкретно говорите о 1974 году. 1974 год это тоже был период Советского Союза. Вот, оно тоже подпадает. И поэтому... Все верно. Да, и поэтому я говорю, по всем параметрам подпадает. Нет, я говорю о тех моментах, это было когда... решить как-то это нормативно-правовым актом в виде постановления правительства? Нет, данная норма указывается в этом законопроекте, в законе должна быть указана. Угу. То есть признание за гражданином гражданства Кыргызской республики признается, указывается в этом законе. Понятно. Так, насчет, что мы будем решать по поводу именно регистрации населения? Разрешите, я отвечу. Исключительным, как говорится, полномочием Минцифры сейчас уже не является, правильно? Тогда надо добавлять... Разрешите. Да. Департамент регистрации населения Бигзат Ибраимов. Да, данный закон не распространяется, то есть он не будет ничем мешать. Это будет делать Кызмат или это будет Минцифры, потому что в законе там написано уполномоченный орган в сфере регистрации населения. Соответственно, в положении о Кызмат там вбивается норма, то, что данное госучреждение является уполномоченным органом в сфере регистрации населения, в связи с чем он не будет противоречить закону и законопроекту. Тогда и обоснования все меняете тогда. Это уже отношение комитета. Тогда и обоснования надо все менять. Это тоже является одним из оснований того, что мы здесь рассматриваем, изучаем. Все там по-старому. Спасибо.